Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе. В 71-ю годовщину депортации крымские татары совершили восхождение на гору Чатырдаг. Другие памятные мероприятия власти Крыма запретили. Вашингтон налаживает диалог с Москвой. Виктория Нуланд с визитом в Россию. И президент Международной федерации хоккея пригрозил наказать российских хоккеистов за неуважение к канадской команде после поражения в финале. Начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. 18 мая в мире вспоминают жертв депортации крымско-татарского народа. В этот день, в 1944-м, в Центральную Азию с полуострова ушел первый эшелон с людьми, коренным населением Крыма. Всего советские власти выслали более 200 тысяч человек. Почти половина из них погибла в дороге или в первые месяцы по приезду. Памятные мероприятия сегодня в крупных украинских городах и нескольких европейских столицах. В Крыму состоялось очередное 6-е по счету восхождение на гору Чатырдаг. Традиционное восхождение на одну из самых высоких гор Крыма, Чатырдаг, состоялось 18 мая. 4000 человек, преимущественно молодежь, держа в руках крымско-татарские флаги, поднялись на вершину, чтобы помолиться в память о погибших. Слезы, боль, обида. Это сегодняшнее восхождение посвящаю своей бабушке. До этого массовые мероприятия в этот день в Крыму проходили ежегодно. Но после аннексии полуострова подобные акции в Симферополе под запретом. Прокурор Крыма сделал предостережение заместителю председателя Меджлиса Нариману Джилялу о недопустимости сбора людей 18 мая. Во время трехчасового восхождения участники скандировали «Миллет», «Ватан», «Крым», что в переводе с крымско-татарского означает «народ», «родина», «Крым». Запреты их не сломили. Не надо бояться в этой жизни тяжелых ситуаций. Это экзамен, арена испытаний. Власти аннексированного полуострова не дали крымским татарам зажечь свечи в память о погибших. В Киеве свечи зажгли. Собравшиеся, не скрывая слез, вспоминали истории своих семей. Моя прабабушка, моя Хартхартына, была депортирована. Назлыхан Джамаляддинова была депортирована из села Кучкузень с 5 детьми на руках. К сожалению, одного из детей она потеряла прямо в вагоне. Поэтому я прошу вас, когда вы зажигаете свечку, вспоминайте о ней, вспоминайте о тысяче душах, которых негде почтить. Дарья Кудрявцева, «Настоящее время». В среднем 15 минут на сборы, товарный вагон, где до этого перевозили скот, и на восток. Депортация. О тех событиях вспоминает сегодня и запад Украины, из Львова. Ирина Сандуляк. Холм славы – советское военное кладбище во Львове. Людно тут только 9 мая, а весь остальной год – разве дворники, да иногда экскурсии. Но эта небольшая группа не туристы. Это члены львовской общины крымских татар. В годовщину депортации своего народа они пришли на могилу соотечественника Тайфука Абдуля, героя Советского Союза, молиться. Домой в Партенит, вопреки существующей тогда практике создания культа военных героев, Абдуля хоронить не повезли. На то время крымских татар уже оставили без родины. Уважение к погибшему герою ему было отказано, поэтому его похоронили во Львове на холме славы. У каждого из присутствующих своя семейная история утраты Крыма. 71 год назад с полуострова силой увозили их родных. Вот в таких вагонах, битком набитых взрослыми и детьми. Алим Алиев во Львове уже 7 лет. Приехал сюда работать. Год назад именно ему пришлось заниматься первыми вынужденными переселенцами с полуострова. Тогда, вспоминает, ехали в основном многодетные семьи, глубоко верующие и те, кто опасался за безопасность свою и родных. С 20 человек крымско-татарская община на Львовщине очень быстро увеличилась до 2000. Фактически мы расселяли людей разными способами. Кто-то брал к себе домой, кто-то отдавал служебное помещение, дачи. У меня в однокомнатной квартире 5-6 человек по несколько дней могли жить. За год кто-то уехал дальше, в страны Евросоюза, кто-то не выдержал без дома, вернулся в оккупированный Крым. Большинство же учат детей в местных школах и стараются начать собственное дело. Ищут гранты или кредитные программы для малого бизнеса. А в свободное время курсы крымско-татарского языка и культуры и открытый в марте этого года первый
новый во Львове мусульманский центр. Процесс формирования будущей элиты крымско-татарской будет проходить за пределами Крыма, а это нехорошо. Ну а пока львовские кырымлы вспоминают рассказы переживших депортацию родичей о том, как собирались на кухнях и говорили: «Мы завтра вернемся домой». И повторяют эту фразу свечами, выкладывая контуры Крыма в центре Львова. Бойцы украинского спецназа проводят учения. В тренировочный центр полка «Азов» Национальной гвардии Украины прибыла очередная группа рекрутов. Материал Аскольда Серко. Эти рекруты в учебном центре полка специального назначения «Азов» всего 3 дня. Физически и психологически будущий азовец более всего закаляется на полосе препятствий. Быстрее! Туда, сам! Сам! Быстрее! Быстрее! Построена полоса на американский лад. На протяжении 2 часов после короткой разминки рекруты проходят полосу несколько раз к ряду с небольшими перерывами. 2 инструктора анализируют действия каждого добровольца и выставляют оценки по 3-бальной системе – плюс, минус или 0. Я догадывался, что будут физнагрузки, но не такого плана. Гораздо сильнее они оказались. 46! 47! Инструкторы тренировочного лагеря воевали на востоке Украины в составе полка «Азов». Командиром этого взвода разведчиков был нынешний руководитель учебного центра. По его словам, государство своей поддержкой их, мягко говоря, не балует. Даже едой снабжают волонтеры. Это несмотря на то, что «Азов» входит в состав Национальной гвардии Украины. Показатель прецедента того, на каком уровне находится уровень вооруженных сил Украины. Ни на каком. То есть все, что здесь происходит в стране, это имитация деятельности. О каких-то бы там ни было реформах армии говорить не приходится. То есть приходится самим все это развивать. Всего через этот центр с момента его создания уже прошло порядка 500 рекрутов. Аналогичные учебно-тренировочные лагеря «Азов» открыл в Харькове и Ивано-Франковске. Аскольд Серко в настоящее время из учебного лагеря полка специального назначения «Азов». Тренируются и боевики непризнанной ДНР. На видео моей коллеги Шахиды Якуб вы видите учения штурмового батальона «Спарта». Желающие служить в подразделении проходят отбор в несколько этапов. Населенный пункт Марьинка на линии разграничения между территориями, контролируемыми украинской армией с одной стороны и силами непризнанной ДНР с другой. До войны большая часть населения городка работала в Донецке. Сейчас в условиях войны оставшиеся в Марьинке люди без работы выживают только благодаря гуманитарной помощи. Екатерина Малафеева подробнее. Приехав в Марьинку, мы увидели пустынные улицы. И даже создавалось впечатление, что в городе никто не живет. Некоторые местные жители отказались с нами общаться. Позже мы встретили Тамару Николаевну, помощника воспитателя детского сада. А то, что город бросили, когда разбомбили 11 июля, бросили город, никому не нужен, что у людей даже кусочка хлеба не было. А люди тут страдали зимой, ни тепла не было, нигде ничего. Ни воды, ни свету, пока мы сами уже не поднялись и не начали это все делать. Населенный пункт Марьинка является прифронтовой зоной. Официально эта территория находится под контролем украинских войск. До ближайшего украинского блокпоста 200-300 метров, а до позиции непризнанной ДНР около 1 километра. Этот город находится под обстрелами уже на протяжении 1 года. Вот это здание было разрушено еще в июле прошлого года. Сами жители называют этот город городом-призраком. Детский сад, в котором работает Тамара Николаевна, закрылся еще в январе. Тогда здание подверглось обстрелу. Детям пришлось пережидать это время в подвале. Из 300 воспитанников кто-то выехал с родителями, кто-то находится дома. Своими силами восстановить садик не получится. Плиты упали, а от местных властей помощи ждать не приходится. Денег нет. Навряд ли, чтобы нам сейчас кто-нибудь помог. Рядом с детским садом находится школа, которая тоже пострадала от обстрела. В это футбольное поле попал снаряд. Но дети продолжают играть в футбол. Учитель физкультуры объяснил нам, что дети уже знают, как вести себя во время обстрелов. Но, тем не менее, реакция каждого ребенка непредсказуема. Это, конечно, безумно и страшно, как могут дети реагировать. Конечно, это паника. Конечно, это неприятно. Это разве нормально, когда дети в подвалах вместо того, чтобы в залах и вот так вот на площадках? 74-летняя Татьяна Петровна живет одна. Со своей пенсии содержит 2 внучек-сирот. И я их вот сейчас такая тяжесть. Вот это дадут гуманитарку, я им. Пенсию я им. Что заработаю здесь, 2/3 платят. Я им сама, а сама вот это на гуманитарке живу.
В доме Татьяны Петровны вылетели стекла. Восстанавливать пришлось за свою маленькую пенсию. Во время обстрелов Татьяна Петровна спускается в подвал, который находится в соседнем дворе. В этом подвале женщина провела 4 месяца. Во время майских обстрелов ей снова пришлось вернуться сюда. Кроме нее здесь находится еще 6 человек. Здесь они спят, готовят. Мы обыкновенные люди. Мы хотим мир, мы хотим жизнь. А я говорю, хоть бы мне внуков. Мои уже года такие, что не хочется умирать. Хочется, чтобы... Таких городов, как Марьинка, еще много по линии фронта. Жилье никто не восстанавливает, а работа есть лишь частично. Все хотят лишь одного, чтобы поскорее наступил мир. Екатерина Малафеева, «Настоящее время», из Донецка. Время передавать слово коллегам. Прилетев из Киева в Москву, помощник госсекретаря США Виктория Нуланд второй день подряд проводит встречи в российской столице. Что пытается добиться администрация США? Наташа, ждем от вас подробностей. Спасибо, Сергей. Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Москву встретилась с заместителями министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и Григорием Карасиным. На пресс-конференции в Москве она заявила, что главной темой был вопрос поддержки американской администрации процесса выполнения Минских соглашений. Она подчеркнула, что украинское руководство заверило Вашингтон в нежелании возобновлять вооруженные действия на востоке Украины. Напомним, что необходимость более тесного диалога стояла на повестке дня сочинских встреч госсекретаря Джона Керри с российским руководством на прошлой неделе. Также стоит отметить, что Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу проект оборонного бюджета на 2016 год, который, в частности, предусматривает выделение крупномасштабной помощи на укрепление вооруженных сил Украины. В администрации Обамы настаивают на политическом урегулировании кризиса. Комментарий заместителя главы Пентагона Эвелин Фаркас нашему коллеге Александру Иневскому. Мы продолжаем предоставлять Украине помощь. Мы постоянно поддерживаем контакт с нашим посольством в Киеве, с командованием украинской армии, с политическим руководством Украины. Благодаря этому мы осведомлены о приоритетах Украины. В Вашингтоне мы анализируем, какую помощь мы можем предоставить. Процесс продолжается. В нем участвует министр обороны США, и я могу сказать, что обсуждаются абсолютно все варианты. Мы проинформируем прессу, если у нас появятся новости на эту тему. В России задают вопрос, если США настаивают на мирном урегулировании кризиса, зачем НАТО наращивает присутствие в Европе? Действия России, начиная с незаконной аннексии Крыма и продолжая военными операциями в Восточной Украине, мы знаем, что Россия помогает сепаратистам техникой, людьми, обучает их, предоставляет им средства связи и так далее, вызывают крайнюю обеспокоенность соседних государств, у которых, прямо скажем, не самая положительная история отношений с Москвой. Их тревожат намерения России по отношению к ним. В рамках НАТО мы заверяем наших союзников в готовности выполнить положение 5-й статьи Устава Североатлантического альянса. Мы действуем крайне прозрачно, выпуская пресс-релизы по поводу каждого нашего шага. Мы обсуждаем наши действия с Россией. Мы не пытаемся привести к эскалации ситуации. Но, к сожалению, Россия не столь транспарентна в отношении своих военных маневров. Они проводятся неожиданно, и мы не знаем, являются ли они прелюдией к боевым действиям, как произошло с аннексией Крыма, или обычными учениями. Опросы свидетельствуют о резком падении доверия россиян к финансовым организациям. Однако первый вице-премьер России Игорь Шувалов считает, что экономика страны хоть и в сложном состоянии, но кризис при этом миновал. Экономисты и политологи, принявшие участие в Вашингтонской конференции Американского института предпринимательства, настроены чуть менее оптимистично. Репортаж Вадима Оленичева. Будущее российской политики и экономики весьма туманно. Российские эксперты, приехавшие в Американский институт предпринимательства, сходятся во мнении о том, что Россия сейчас переживает затяжной кризис. На форуме в Вашингтоне приводились выкладки, согласно которым из-за дальнейшего увеличения военных расходов при низком росте ВВП страна может исчерпать свой валютный резерв уже к следующему году. Для улучшения ситуации России, помимо прочего, необходимо расширение связей с зарубежными партнерами. В свете санкций, введенных против Кремля Соединенными Штатами и Евросоюзом, Москва обращает свои взоры на восток. В частности, для нее важно дальнейшее развитие Евразийского экономического союза. Однако пока что прогресс в этом деле не так заметен. Дело в том, что Евразийский союз выстраивается очень медленно и очень с большим трудом, и для меня это очень хороший знак. Не потому, что я не желаю ему успеха, желаю.
а потому что это значит, что он выстраивается в трудных переговорах, где Россия, Казахстан, Белоруссия отчаянно торгуются за свои интересы, как и должна делать каждая уважающая себя страна. И это значит, что то, что получается, может получиться медленнее, может получиться менее эффективно, но это будет работать. Часть международных экспертов полагает, что будущее за блоком Россия-КНР. Так, участники Вашингтонского форума отметили, что на российском Дальнем Востоке растет число смешанных браков, когда китайские мужчины женятся на русских женщинах. Однако у многих есть сомнения в том, что альянс Москвы и Пекина будет также жизнеспособен. Российский истеблишмент и лично Путин, они не понимают, что, допустим, для Китая сам Россия – это какой-то полуразрушенный Советский Союз, что это не старший брат, каким был раньше Советский Союз, это младшая сестра. И особенно это заметно по поведению, по манере говорить тех, кому, ну, скажем, меньше 45 лет. Вот у них нет этого постсоветского комплекса. Так что да, конечно, будут работать на Дальнем Востоке, но это будет не партнерство равных, это все-таки будет подчиненное партнерство. Но даже если китайско-российское сотрудничество будет развиваться, эксперты сомневаются, что динамичное развитие экономики отвечает интересам нынешней политической элиты России. Ведь это будет означать усиление других классов и прослоек общества, и тем самым создание угрозы путинскому режиму. То же самое можно сказать о гигантском имущественном расслоении в российском обществе. Многие россияне привыкли довольствоваться малым. Достаточно скромной прибавки к пенсии, чтобы власть заручилась их поддержкой на выборах. Кроме того, людьми, которым нечего терять, всегда легче манипулировать и насаждать в их среде нужные властям настроения. Почти все эксперты сходятся в одном. Предсказать, как сложатся отношения власти и народа в ближайшие годы, практически невозможно. Среди вероятных сценариев будущего чаще упоминались как сползание к тоталитаризму, так и продолжение авторитарного правления на фоне попыток модернизации экономики. А вот вариант, при котором произойдет демократизация общества, был единодушно признан наименее вероятным. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Другие темы. В операции американского спецназа на востоке Сирии был уничтожен один из ключевых игроков исламского государства. Боевик тунисского происхождения, известный как Абу Саяф. Его жена была задержана. По мнению бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла, она может стать источником информации о деятельности террористической группировки. В интервью нашему корреспонденту Морелл заявил, что исламское государство представляет самую сложную проблему, с которой ему приходилось сталкиваться за 33 года работы в правительственных структурах. Еще и потому, что в самой Сирии параллельно развиваются несколько конфликтов. Два являются самыми важными. Первый – это прокси-война между Ираном и Саудовской Аравией. Это прокси-война за долговременное влияние на Ближнем Востоке. Иран хочет получить это влияние. Саудовская Аравия не хочет, чтобы Иран его получил. В этой войне, на мой личный взгляд, который совпадает с официальной политикой, что достаточно редко для человека из разведки, мы должны выступать на стороне Саудовской Аравии. Другая любопытная война, которая идет в Сирии между секулярным лидером Асадом и группировкой «Исламское государство» и Аль-Каидой. Кого мы должны поддерживать в этой войне? Секулярного лидера, правильно? Короче говоря, у нас есть две разные войны, которые идут в двух совершенно разных направлениях. Вот почему это так сложно. Майкл Морелл, как и представители Белого дома, также опроверг недавнюю скандальную публикацию журналиста Сеймура Херша о том, что лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен на момент его уничтожения американским спецназом не прятался в Пакистане, а с 2006 года жил под покровительством местной разведки, которая использовала его в своих целях. Это абсолютная чепуха. Это не имеет никакого отношения к действительности. Я участвовал абсолютно во всех совещаниях в ЦРУ и во всех совещаниях в Белом доме. Я был там, когда президент Обама сказал, что мы не будем информировать пакистанцев. Это была самая секретная операция в моей карьере. Продолжая тему террора, Джохар Царнаев может стать первым террористом, приговоренным к смертной казни после терактов 11 сентября 2001 года. В пятницу, 15 мая, коллегия присяжных из 7 женщин и 5 мужчин вынесла вердикт по делу обвиняемого во взрывах на бостонском марафоне в апреле 2013 года. Во время оглашения смертного приговора Джохару Царнаеву несколько присяжных плакали. Ожидается, что процесс обжалования приговора может затянуться на годы. Согласно опросу, проведенному газетой «Бостон Глоб», всего 15% жителей города поддерживают смертный приговор Царнаеву, в отличие от 60% респондентов по всей Америке. Это уже опрос CBS.
Техасская полиция задержала почти 200 человек по подозрению в причастности к перестрелке между тремя соперничающими бандами байкеров, которая произошла в минувшее воскресенье в городе Уэйко. В результате инцидента погибли 9 человек, 18 получили ранения различной степени тяжести. Госдума России отказалась проводить парламентское расследование убийства Бориса Немцова. Подробности у коллег в Праге. Так и есть, Наташа. С инициативой начать такую работу выступил депутат Дмитрий Гудков. На своей странице в социальной сети он написал: «Отказ мотивирован дежурной фразой. Предметом парламентского расследования не может быть установление виновности конкретных лиц в совершении преступлений». По мнению Гудкова, простым языком это означает: вы узнаете только ту правду, которую нам разрешат вам рассказать. Майдан в Македонии. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Николы Груевского. У здания правительства люди разбили палаточные лагеря. Оппозиция обвиняет власть в коррупции. Сам премьер все обвинения отвергает. Реагируют на события в Македонии и в России. В МИД заявляют, Запад пытается привести ситуацию к цветной революции. Что заставило 40 тысяч македонцев выходить на улицы Скопья? Об этом Екатерина Кочкина. Демонстранты на площади держат таблички с надписями «Отставка», «Протест», «Никола, до свидания». Число протестующих постоянно растет. В минувшее воскресенье оно достигло 40 тысяч человек. Демонстрации объединили македонцев и этнических албанцев. Это происходит на фоне того, что власти распространяют информацию о назревающем этническом конфликте. В то же время, связав вместе свои флаги, македонцы и албанцы показывают, что они едины в своем требовании отставки правительства. В данный момент нет серьезной этнической напряженности. Напротив, мультинациональное гражданское общество демонстрирует свое отношение как к оппозиции, так и к правительству Груевского, что и можно было увидеть вчера во время протестов. Протесты в Македонии начались после того, как социал-демократическая оппозиция обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров, якобы незаконно сделанных правительством. Социал-демократы обвиняют правительство в том, что оно прослушивало разговоры 20 тысяч человек и пыталось контролировать работу журналистов и судей, а также процесс выборов в стране. Ничего иного, друзья мои, Николе Груевскому не остается, кроме как покинуть здание правительства. Сам Никола Груевский считает, что социал-демократы пытаются организовать государственный переворот при участии иностранной разведки. 2 министров македонского правительства и руководитель службы безопасности уже подали в отставку. Однако остальные члены правительства обвинения отрицают. В последние 5-6 лет македонское общество было недовольно правительством, с подозрением и злостью относилось к злоупотреблениям властью и фактическому слиянию государства и правящей партии. Опубликованные аудиозаписи, по большому счету, стали толчком к выплеску недовольства и недоверия правительству. Демонстранты поставили палатки у здания правительства и заявили, что намерены оставаться на площади до тех пор, пока премьер-министр Груевский не подаст в отставку. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». И другие темы. Российскую Федерацию хоккея накажут за неуважение, которое игроки сборной проявили по отношению к канадцам, заявляет президент Международной Федерации хоккея Рене Фазель. Финальный матч чемпионата мира Россия-Канада закончился победой канадцев 6-1. Сборная России получила серебряные медали. После игры российские хоккеисты, за исключением нескольких человек, демонстративно покинули лед. Преимущество канадцев в этой игре было очевидным. Из тех, кто остался, в частности Овечкин, Малкин, Тихонов и Куликов. Овечкин и Малкин при этом пытались остановить коллег по сборной, просили их не уходить. Комментарий произошедшего мы связались со спортивным комментатором Алексеем Кузнецовым. В здравом уме очень трудно предположить, что игрок или команда поведет себя так, как повела себя сборная России. Спортсмен воспринимает соперника уже не просто как своего партнера по тому или иному единоборству или по командному виду спорта, он начинает понемножку воспринимать его как врага. Это, говоря грубым словом, такое гопничество, это поведение не очень культурных, не очень достойных людей, которые обиделись, начинают нарушать не только этические нормы, но и элементарное спортивное уважение. Это «Настоящее время». Продолжаем. Время передавать слово в Вашингтон. Наташа, эфир ваш. Спасибо, Сергей. Пентагон в этом году впервые устроил день демонстрации технических новинок. О выставке изобретений под открытым небом рассказывает Алексей Березин. Широкой публике были представлены новейшие разработки Пентагона. Только некоторые из них уже применяются в войсках, большинство же
опытные образцы. В общей сложности более 100 технических новинок. По словам вице-адмирала Мэтта Винтера, было достаточно сложно отобрать самое интересное из тысяч проектов, которыми занимаются военные ученые. Это первый день изобретения Министерства обороны. Все службы представили свои исследовательские лаборатории и своих военных ученых и инженеров, чтобы показать технические новинки и возможности превращать знания в технологическое превосходство. Например, это устройство помогает сократить количество человек, загружающих ракеты на боевые самолеты, или выполнять другую работу, связанную с большими физическими затратами. С помощью такого экоскелета ту работу, которую сейчас выполняют 5 человек, могут сделать 2 и без особых физических усилий. Или вот такой костюм для подводников, который позволяет регенерировать гелиевую смесь акваланга, что сокращает расход гелия на 80%. Внимание привлекают как вооруженные до зубов роботы, так и их вспомогательные собратья, которые, например, могут карабкаться по отвесному борту корабля. От сухого пайка в виде пиццы до новейших беспилотников, в том числе и подводных, и до роботов для разминирования и ведения боевых действий. На выставке научных достижений каждый мог найти что-то интересное. Сегодня Международный день музеев. Вашингтон не только центр американской политической жизни. Здесь также находятся некоторые из наиболее посещаемых музеев мира. Скоро откроется еще один уникальный музей – музей Библии. Однако скептики ставят под вопрос мотивы его учредителей. Репортаж Жерома Соколовского. Если вы приехали в Вашингтон, чтобы побывать в музеях, здесь есть из чего выбрать. Музей американских индейцев, очень популярный аэрокосмический музей, даже шпионский музей. И уже совсем скоро в помещении, где раньше был склад, откроется музей Библии. Вашингтонских журналистов пригласили оценить размах работы, увидеть, как будет выглядеть этот музей, который обошелся в $400 миллионов и должен открыться в 2017 году. Сотрудники музея рассказывают, что история Библии будет представлена на примере мультимедийных экспонатов, древних свитков Торы, рукописных пергаментных текстов Нового Завета и других предметов из огромной частной коллекции артефактов, принадлежащей учредителю этого музея Стиву Грину. Будучи христианином-евангелистом, он верит в то, что нужно распространять Слово Божие. Мы надеемся, что люди задумаются над тем, что написано в книге. Они смогут сделать самостоятельный выбор, и если это покажется им убедительным, они смогут самостоятельно принять решение. Но я считаю, это то, о чем следует подумать каждому. Грин является одним из наиболее известных действующих лиц в американских культурных войнах. В прошлом году его семья выиграла иск, который дошел до Верховного суда, постановившего, что он не обязан оплачивать затраты своих сотрудников на предупреждение беременности. Преподобный Берри Лин из организации «Американцы за отделение церкви от государства» не считает, что музей противоречит Конституции. Ни у кого нет сомнений в том, что если вы захотите построить музей Библии, Корана, да чего угодно, и если кто-то готов продать вам здание для этого, в этой стране вы имеете на это полное право. Однако он считает это доказательством того, что консервативные христиане пытаются оказывать давление на законодателей, чтобы те принимали решения, руководствуясь своими религиозными убеждениями. Люди, создавшие музей Библии, хотели, чтобы он находился не где-нибудь, а прямо рядом с центром власти, рядом с официальными правительственными зданиями. Директор музея Кэрри Саммерс опровергает эти обвинения. Было принято решение создать этот музей в Вашингтоне, потому что здесь вообще много музеев, не потому что это столица. Однако музей этот находится всего в нескольких кварталах от Национальной аллеи и Капитолия. Да и сама идея музея, посвященного любому из религиозных текстов, будет продолжать беспокоить американцев, выступающих за четкое разделение между церковью и государством. Вот еще новость. В США может появиться 20-долларовая купюра с женским портретом. За кандидатуру Гарриет Табман, легендарной женщины афроамериканки, спасшей тысячи чернокожих рабов, проголосовали более 118 тысяч человек в интернете. В период перед гражданской войной в XIX веке Табман помогала рабам бежать с плантаций на юге США с помощью так называемой подпольной железной дороги, тайной организации, целью которой было добиться отмены рабства в США. Более 600 тысяч человек приняли участие в онлайн-голосовании под названием «Женщины на двадцатках». Организаторы кампании хотят, чтобы к 2020 году, к столетней годовщине поправки к Конституции, на этой банкноте вместо 7-го президента США поместили портрет одной из героинь американской истории. На этом мы завершаем нашу передачу. Спасибо вам, что были с нами. Спасибо нашим коллегам в Праге. До скорого.
До скорой встречи, Сергей. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.